Запомните, если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык. Только невежды могут занижать значимость русского языка. Эй, безумцы, слушайте сюда, это я вам говорю. Главное научиться русской науке. Наука, знание, достаток, искусство – это все у русских. Для того, чтобы избежать пороков и достичь добра, необходимо знать русский язык и русскую культуру. Русские видят мир. Если ты будешь знать их язык, то на мир откроются и твои глаза. Это говорил наш великий просветитель Абай Кунанбаев. И вот мы смогли стать равными русским, как того желал Абай. А ведь когда-то он писал, что мы не то что стоять рядом со знатными, мы не можем сравниться даже с их прислугой, напоминая нам о том, каким был люд без той самой русской науки и образования, благодаря кому удалось избавиться от тотального невежества, царившего в степи. И вот мы стали равными, как того хотел Абай. Вся наша реальность, которую мы видим, выстроена благодаря русскому языку и знаниям, полученным от русских. Это данность, это действительность. Ведь именно русскому народу было начертано быть первопроходцами, провидцами мирового развития. И это как раз та колючая ненавистная правда, которую наша нацпотня не может принять, пытаясь выставить русских и русский язык чужим для нас. Но он для нас не чужой. Я вам скажу даже больше. Русский язык – это не только достояние русского народа. Это и наше национальное достояние. И мы должны гордиться этим. Ведь только сильному народу мог быть дан такой язык. Язык талантов, язык ученых, язык победителей, язык справедливости, правды и истины. Ну-ка скажите-ка мне, на постсоветском пространстве какой язык являлся языком знаний и профессиональных компетенций, а? Русский язык. А на каком языке создавалась казахская государственность? Вопрос, скажите мне. Запомните, как я и говорил в своих ранних видеороликах, и еще раз напомню вам, что нет ни одного языка на земле, который обладал бы такими широкими возможностями передавать эмоции, образы и понятия, как универсальный в использовании русский язык. Его вездесущая пригодность реально поражает. Я даже не буду вам приводить цитаты Тургенева и Пушкина, сами вдумайтесь. Свобода словообразовательных возможностей, да? Возможность широчайшего применения оценочной лексики, литературно-художественная разработанность, широта синонимики, да? Полнота терминологии во всех областях техники, науки, искусств, гибкость порядка слов, безграничные ритмологические и мелодичные возможности сделали русский язык вмещающим самые разнообразные тонкости смысла. Многие исследователи уделяли особое внимание русскому языку, связывая его непосредственно с духовным своеобразием русской нации, особенностью русского характера и менталитета. А кстати, знали ли вы о том, что русский язык уделяет эмоциям гораздо больше внимания, чем английский, и имеет значительно более богатый репертуар грамматических и лексических выражений для их разграничения? Наверняка не знали. Именно русским словом можно широко сострадать человеку, дать ему надежду и веру в себя. Именно русским словом можно выразить самые сокровенные переживания и ощущения. Всю любовь, полноту чувств, бесконечную радость и мучительные страдания. Лексический состав русского языка настолько богат, что многих слов даже большинство из нас никогда не слышали, не говоря уже об их использовании. Русский язык объединил многонациональные народы, дал научные, художественные, литературы и многие другие произведения, сформировавшие воплощение высших духовных ценностей. И вот у нас в Казахстане билингвизм. Это называется двуязычие. И это великое благо в нашей стране, что у нас есть такое. Это историческая реальность, которой нужно не противостоять, а всячески способствовать ее развитию. А украинский путь в сторону вытеснения русского языка будет катастрофой и преступлением против нашего же народа.